Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствую. Сегодня гость нашей студии – уникальная личность. Поэт, ставший военкором, затем добровольцем. В его биографии органично сочетается литературное творчество и боевой опыт. Знакомьтесь, Алексей Шорохов. Тема нашего разговора сегодня – «Как преломляется война в поэтическом слове и журналистском взгляде». Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как нам известно, да, вы начинали как военкор и волонтер, а затем уже вот ушли на СВО добровольцем. Скажите, как так получилось, что на это повлияло? Вообще-то это произошло достаточно естественно. Когда я в 2015 году впервые попал на Донбасс, чтобы понять, что там происходит, я увидел это горе, увидел эти убийства мирных людей, женщин, стариков, которые творила украинская армия на территории Донбасса. И я понял, что в большой России об этом мало знают, и что мой долг об этом рассказать больше. И по мере того, как я туда ездил, я втягивался в этот процесс, я все больше людей узнавал, знакомился с командирами, бойцами ополчения. И когда началась специальная военная операция, мы с моим другом, поэтом Игорем Паниным, запустили всенародный проект волонтерский «Буханка для Донбасса» и тоже стали помогать фронту. Но в какой-то момент я почувствовал, что мое участие недостаточно, что я еще сильный и достаточно молодой мужчина. И когда мне предложили пойти в отряд специального назначения «Вихрь», в общем-то, я недолго колебался. Это была осень 22 года. У нас было сложное состояние на фронтах. Мы сдали Херсон, мы отошли от Харькова. Поэтому я почувствовал, что мое место там. А как вот на это ваше решение отреагировали ваши близкие, коллеги? Ну, моя семья, я так понимаю, на протяжении вот этих 10 лет, что я ездил на Донбасс, она как-то потихонечку готовилась к такому развитию событий, потому что все равно я ездил на линию фронта, я был в Горловке, которую постоянно обстреливали. Вот, поэтому они восприняли это тоже как какое-то естественное развитие событий. А друзья были, ну, наверное, в хорошем смысле удивлены. И, конечно, немного испуганы за меня. Они молились, они как-то вот пытались помочь, поддержать. Возможно, ваш пример стал для кого-то ориентиром, какие-то примеры? Да, в общем-то, следом за мной, когда я уже после ранения вернулся в мирную жизнь, ушел мой друг, тоже секретарь Союза писателей России, Алексей Полубота. К сожалению, он вскоре погиб. Он тоже ездил волонтером и военкором на Донбасс с 2014 года. Тоже шел вот к этой своей судьбе. Теперь он получил орден мужества посмертно. Сейчас мы организовали премию его памяти, поэтому я думаю, что его дело не останется на этой земле незамеченным, мы будем продолжать. И вот очень интересно, любопытно узнать, как спецоперация влияет на творчество. Вы знаете, в моем конкретном случае произошло действительно достаточно интересно, потому что я уже на протяжении лет, наверное, 20 не возвращался к прозе. Не писал прозу, у меня были стихи, у меня были статьи, эссе. И вот уже когда перед отправкой на санитарном самолете в Москву, перед эвакуацией из ростовского госпиталя, я стоял на взлетном поле, я почувствовал, что у меня одна рука забинтована, раненая, а другая, так сказать, правая, просто чешется от желания писать. И вот ко мне вернулась проза, когда я был в госпитале, и появилась книга «Бранная слава», одна из первых художественных книг об СВО, и ее ждала очень хорошая судьба. Она включена в школьную программу для 9-11 классов, получила многочисленные премии, в том числе Министерства обороны. Вот, поэтому вот так ко мне вернулась проза. Потом уже вышла вторая книга, и сейчас как-то вот пишется. Поэтому вот таким странным образом. Давайте немного подробнее о ваших книгах. Книга «Бранная слава» — это книга повестей, рассказов о специальной военной операции, о людях на специальной военной операции, о любви, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Потому что война,
как бы не отменяет каких-то извечных человеческих чувств. Про нее я уже сказал. Вот следующая книга, которая появилась, называется «После войны». И многие мои друзья и коллеги недоумевают и говорят, почему она у тебя так названа, война еще не закончилась. Я говорю, понимаете, для каждого человека, который вернулся с фронта, даже если война не закончилась, наступает свое собственное после войны. Как он возвращается в мирную жизнь, что его там ждет, встречает. Поэтому вот, наверное, смысл названия именно такой. Вот вас называют поэтом-фронтовиком. Чувствуете ли вы преемственность с поэтом Великой Отечественной войны? Да, вы знаете, это удивительная вещь. Тоже об этом никогда не задумывался, но вот мои товарищи, старшие товарищи, допустим, лауреат государственной премии, наш известный писатель Юрий Поляков, даже снял фильм такой документальный «Поэты обоймы фронтовой», стихотворцев обоймы фронтовой, где сравнил поэтов Великой Отечественной войны, поэтов-фронтовиков и поэтов специальной военной операции. И таким образом как-то вот впервые сам для себя тоже почувствовал в этом сравнении что-то важное, нужное. И, конечно же, мое поколение росло на поэтах-фронтовиках, поэтому здесь много сближений. И вот вы выступаете все-таки в двух ипостасях, да, как поэт и как непосредственно участник военной операции. Вот где проходит грань между художественным вымыслом и документальностью? Художественный вымысел должен быть, от него никуда не уйти, без него не бывает искусства, не бывает литературы. Но при этом должна быть внутренняя правда. Конечно, понимаете, вот для меня и для поэтов-фронтовиков очень важно, как наши стихи, нашу прозу прочитают наши боевые товарищи. Почувствуют они здесь фальшь или нет. Причем мы ответственны не только перед живыми, но и, как вы понимаете, перед павшими. А это очень большая ответственность, когда на тебя с того света смотрят глаза твоих товарищей. Поэтому вот это, я думаю, фундаментальное отличие, потому что, ну, человек, который, так сказать, не связан с этой темой, пишет фэнтези, там, про драконов, про инопланетян, он, как бы, так сказать, ни перед кем не отвечает. А здесь ответственность большая и серьезная. Да, действительно. И вот у нас в Якутии 12 героев России. Встречались ли вы с кем-нибудь, вообще с участниками СВО? Наслышаны, возможно, о наших вот бойцах? Это моя любимая тема. Спасибо вам за вопрос. Я всегда удивлялся. Вот я служил в диверсионно-разведывательном отряде, потом мы были уже переформированы в разведывательно-штурмовой батальон. И здесь, и раньше, еще даже во время войны на Донбассе, до СВО, я удивлялся тому, что практически в каждом подразделении, даже в маленьком, обязательно был якут. Позывной якут один из самых распространенных на СВО. Надо же. Вот, учитывая, да, что это не самый многочисленный народ Российской Федерации, но вот это удивительное мужество, мужское начало воинское, оно совершенно потрясающее. Я очень люблю своих братьев-якутов. У нас много было ребят, разных совершенно представителей коренных народов России. Были татары, поволжские, крымские, дагестанцы были. Прекрасные ребята, надежные. И якуты. Якуты, вот, так сказать, встречаются. Я еще раз говорю, позывной якут один из самых распространенных. Ну, то есть чувствуется фронтовое братство и его такой интернационализм? Ну да, да. Все коренные народы России воюют. Война сплачивает гораздо лучше, чем всякие лозунги, фестивали плова и так далее. Ну и вот вы сейчас главный редактор журнала «Политрук». Хотелось бы подробнее узнать, да, об этом издании. Да, вот такой у нас замечательный журнал, главный идеологический журнал российской армии, да и, как я думаю, один из главных идеологических журналов современной России, потому что идеологии у нас, скажем так, в прошедшие десятилетия уделялось недостаточное внимание. И, безусловно, уже в разгар специальной военной операции стало понятно, в том числе и для руководства, что должен появиться вот такой печатный орган. Ну, он имеет, разумеется, свои интернет-ресурсы и так далее. Но в первую очередь печатный, красивый, современный, умный, который будет рассказывать об идеологических установках, с которыми мы
вступили в это противостояние с Западом, который будет рассказывать об истории. Ну и, конечно, очень большое внимание в журнале у нас уделяется литературе. Это литература фронтовиков, стихи, проза. К сожалению, не все наши авторы даже успевают увидеть свои публикации. Есть у нас уже и публикации погибших наших товарищей. И это тем более ценно, нас очень любят на фронте. Журнал не может в силу того, что это печатное издание, доходить до всех желающих. И для меня, как для главного редактора, большая радость, когда я узнаю, что ребята берут с сайта PDF, с сайта Министерства обороны, распечатывают их и идут с ними в поля, работают там на передке. То есть журнал нужен, и мы стараемся его выпускать вот на этом уровне. И вот если говорить о творческой работе, вот над чем вы сейчас работаете? Ну, сейчас у меня в работе пьеса о специальной военной операции. Ну, не о специальной военной операции, но связанной с этим. Потому что, вы знаете, к сожалению, вот на театральную сцену эта тема до сих пор не может пробиться в силу косности, инерции какой-то, да, вот этой довоенной, связанной с нашим театральным миром. Даже уже в кино тема СВО более-менее как-то начинает появляться. А в театре ее, конечно, не хватает. Поэтому у меня сейчас в работе пьеса, я надеюсь, что, в общем, я ее доделаю. Кстати, вот в книге «После войны» есть наша совместная пьеса с известным современным драматургом и кинорежиссером Михаилом Крупиным «Пароход в Мариуполь». Вот, как бы она уже готова к постановке. Ну и сейчас работаю над следующей. И вот раз уж нам посчастливилось с вами встретиться, побеседовать, хотелось бы познакомить с вашим творчеством наших зрителей. Не могли бы вы пару строк, возможно, привести? С удовольствием. Снова в небо взлетает малыш. На земле воцаряется тишь. Не разваленных миной домов, не налившихся тьмой проводов, только тише, малыш, и весна. Почему ж твои ночи без сна? Почему, прикрывая блокпост, он, не ты, поднялся в полный рост? И теперь его юная мать будет в памяти долгой качать сквозь года и стрельбу, и метель, раз за разом пустую качель. Стихотворение «Качели». Ой, замечательно, потрясающе. Спасибо вам большое. Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Спасибо, что вы уделили время, пришли, ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.